Мгм. У меня рабочий стол. Мгм. 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 Итак, здравствуйте, уважаемые участники Всероссийской Олимпиады школьников по литературе в 2019-2020 учебном году. Сегодня на вебинаре мы с вами разберем задания, которые вам были предложены на Олимпиаде, и рассмотрим те требования, которые были предъявлены к вам, и то, как необходимо было выполнять эту Олимпиаду. Итак, напоминаю, что задания разделялись на те, которые требуют точного ответа, и те, которые носят творческий характер. И сначала мы разберем первые. Итак, вам были предложены первое, второе, третье задание, в которых вы должны были в лист ответа внести один или несколько правильных ответов. Итак, сначала по 9 классу правильные ответы были такими. Итак, первое. Задание 1.1. Ответ был Пушкин, капитанская дочка. Задание 1.2. Правильный ответ был Гоголь, шинель. Задание 1.3. Правильный ответ был Грибоедов, «Горе от ума». За каждый правильный ответ вы могли получить по 1 баллу и, соответственно, в сумме получить 3 балла. Причем, если бы в этом задании вы назвали только произведение, но не указали автора, то вы получили бы 0,5 балла. Задание 2. 2.1. Правильный ответ эпиграмма. Задание 2.2. Правильный ответ ода. Задание 2.3. Правильный ответ элегия. Тоже за эти задания вы могли получить по 1 баллу, в сумме 3 балла. И, наконец, последнее задание. Здесь нужно было соотнести автора стихотворного фрагмента и поэта, которому посвящены были эти строки. Задание 3.1. Правильный ответ Пушкин, Байрон. Задание 3.2. Правильные ответы были Ахматова, Пушкин. Соответственно, за каждое задание можно было получить 2 балла, назвать либо автора, который создал произведение, либо того, кому оно было адресовано. В сумме за это задание можно было получить 4 балла. 10 класс. Задания были такого же типа. Назову правильные ответы. Итак, в 10 классе задание 1.1. Правильный ответ Островский, гроза. Задание 1.2. Гоголь, нос. Задание 1.3. Тургенев, отцы и дети. Задание 2.1. Правильный ответ комедия. Задание 2.2. Правильный ответ метафора. Задание 2.3. Правильный ответ эпическая поэзия. Если был дан ответ эпос, то он тоже был засчитан как правильный. Третье задание. 3.1. Правильный ответ Цветаева, Пушкин. Задание 3.2. Правильный ответ Северянин, Фет. И 11 класс. Такого же типа задания. 1.1. Правильный ответ Бунин, чистый понедельник. Задание 1.2. Правильный ответ Замятин, мы. 1.3. Горький, на дне. И второе задание. Первый ответ 2.1. Имажинизм. 2.2. Акмеизм. 2.3. Символизм. И в третьем задании автор произведения Маяковский, стихотворение посвящено Пушкину. Задание 3.2. Автор произведения Ахматова, произведение посвящено Пастернаку. Вот задания теоретической части, те, в которых вы могли дать правильные ответы, единственно правильные ответы. Поскольку у нас было еще творческое задание, в котором само понятие правильного ответа, ну, в общем, вряд ли может быть использовано, потому что здесь предполагалось написание комплексного анализа стихотворного или прозаического произведения, и, соответственно, вашему вниманию были предложены следующие произведения. В 9 классе это рассказ Григория Горина «Ежик» и стихотворение Владимира Соколова.
10 классе рассказ Антона Ратникова «Великий поэт» и стихотворение Арсения Тарковского «Рифма». И для 11 класса был предложен рассказ «О вреде чтения», автор Вячеслав Пьецух, и стихотворение «Когито эрго сум» Игоря Куберского. И кратко прокомментирую критерии оценивания, по которым ваши работы были оценены. Итак, это задание оценивалось по по 5 критериям, и в сумме вы могли набрать 60 баллов. Однако же каждый из критериев был разным по своей ценности. Итак, первый критерий, максимально по нему можно было набрать 30 баллов, и здесь оценивалось понимание произведения как сложно построенного смысла, последовательное, адекватное, аргументированное раскрытие этого смысла в динамике через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. То есть, таким образом, рассматривая этот параметр, мы оценивали, насколько глубоко вы поняли содержание произведения, которое вы анализируете, в какой степени ваша интерпретация оказалась аргументирована и в какой степени она была аргументирована текстом, к которому вы должны были обратиться. Вот сразу же обращу внимание на этот критерий. Конечно же, для того, чтобы дать полный и исчерпывающий ответ по данному вопросу, требовался определенный объем. Вы, несомненно, заметили, что никакой объем в количестве слов не был задан в вашей работе, но тем не менее, конечно, если работа была очень краткая, то вы просто не имели возможности дать полный ответ. Второй критерий – это критерий, за который можно было получить максимально 10 баллов. Здесь оценивалась композиционная стройность работы, связность и логичность текста, уместность цитат и отсылок к произведению. То есть, таким образом, в данном критерии уже изначально обозначено то, что вы цитируете произведение. Ну и, кроме всего прочего, мы оцениваем уместность этого цитирования. То есть, таким образом, еще раз напоминаю, цитирование было обязательным требованием, и те, кто его не выполнили, соответственно, максимального балла набрать тоже не могли. То, что касается композиционной стройности работы, связности и логичности, то здесь, конечно, необходимо было учитывать наличие таких элементов вашей работы, как вступительная часть, основная, в которой, собственно, содержалась аналитическая работа ваша, и заключительная часть. К сожалению, первая и третья части были не у всех, и таким образом по этому критерию тоже далеко не все получили высокие баллы. Ну и в том, что касается связности, то здесь, конечно же, мы учитывали развитие мысли, чтобы она последовательно развивалась. Третий критерий оценивания, за него можно было получить 5 баллов. Здесь оценивалось владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста работы. Почти все из вас использовали такие термины, как писатель, поэт, стихотворение, рассказ, эпос, лирика, метафора, сравнение, олицетворение. То есть вот эти термины, как правило, были. Некоторые, кто пытались проанализировать стихотворные произведения, определяли стихотворный размер, которым оно написано, и так далее. То есть таким образом терминология, как правило, использована была. Но вот обращаю ваше внимание на то, что термины эти нужно использовать корректно, то есть пользоваться ими правильно, и, что очень важно, в тех случаях, когда это необходимо. То есть не просто демонстрировать свое знание терминов, а использовать их там, когда они нужны. В этом отношении хотелось бы обратить ваше внимание прежде всего тех, кто анализировал стихотворные произведения, что иногда в некоторых работах мы обнаружили такой, что называется, очень ученический подход, когда
автор работы писал: в этом стихотворении есть метафоры, перечислялись метафоры. В этом произведении есть сравнения, перечислялись сравнения. Но важно не просто уметь найти метафоры, а объяснить, какую функцию они выполняют, какой характер носят эти сравнения. И если такого сделано не было, то ваша демонстрация знания и умения находить метафоры была не вашим плюсом, а вашим минусом. То есть за это баллы бывали даже, возможно, снижены. Четвертый критерий – это историко-литературная эрудиция, уместность и интерпретационная обоснованность использования фонового материала из области культуры и литературы, отсутствие фактических ошибок. За этот критерий можно было получить максимально 10 баллов. Итак, обращаю ваше внимание на то, что историко-литературную эрудицию продемонстрировать нужно было обязательно. То есть само описание этого критерия говорит о том, что сделать это нужно было обязательно. Тот, кто не углубился, не то что не углубился, не включил в свою работу никакого историко-литературного контекста, получил 0 баллов. Либо же, если назвали там какое-то одно другое произведение того же автора, о котором говорили, могли получить за это 1 балл. То есть, таким образом, по этому критерию на самом деле очень мало кто получил максимальный балл. Как правило, балл вот за этот параметр колебался от 1 до 6-7. Итак, еще раз обращаю ваше внимание на то, что, опять же, эрудицию продемонстрировать было необходимо, и необходимо было вписать анализ вашего произведения в историко-литературный контекст, но это сделать необходимо было уместно. И вот это тоже очень важное уточнение, уместно и обоснованно. То есть не просто проводить какие-то параллели, а обосновывать, почему эта параллель уместна при анализе данного произведения. То есть, опять же, чтобы вы показали не просто то, что вы знаете, а то, что вы показали, то, что вы умеете верно использовать свои знания. И, наконец, последний критерий оценивал речь. За него можно было получить максимально 5 баллов. Здесь оценивалась языковая и речевая грамотность, отсутствие языковых, речевых, грамматических ошибок, точность, нешаблонность формулировок. Вот на этом тоже хотелось бы остановиться отдельно, потому что работа, оценивание вашей работы не предполагало вот такого точного, поштучного подсчета орфографических, грамматических или речевых ошибок. То есть мы снижали балл только если этих ошибок прям вот было много, то есть они были заметны и портили, соответственно, вашу работу. Гораздо важнее была, вот еще раз уточняю, точность и нешаблонность формулировок, да, для того, чтобы получить максимальный балл по этому критерию. Ну и хотя мы эти оценки, как правило, подчеркивали в ваших работах, выносили эти ошибки, но чаще всего, как я уже сказала, точно не подсчитывали и не учитывали. Ну и кратко хотелось бы сказать о тех произведениях, которые вы рассматривали в своих работах, и те, которые вы должны были проанализировать. Итак, как было указано в задании, вы могли выбирать прозаическое или стихотворное произведение, и оценивались они совершенно одинаково, по одинаковым критериям, то есть тут разницы не было абсолютно никакой. Совершенно несомненно, вы заметили, если уже просмотрели задания, те, которые были предложены для 3 классов, что все авторы, которые были предложены, произведения которых были предложены вам для анализа, это авторы 20 века, причем более того, второй половины 20 века. Это таким образом предполагает определенный подход к анализу их произведений. Ну и обращаю ваше внимание на то, что практически у всех авторов одним из очень важных элементов произведения была авторская ирония, которая была замечена, к сожалению, не многими
авторами творческих вот этих вот ваших работ. И в том, что касается произведения Григория Горина, то здесь, конечно, нужно было обратить внимание на авторскую позицию, то есть не писать о героях этого произведения как о реальных людях, а все-таки заметить и отметить в своих работах, что это персонажи, и отнестись к ним соответственно. В том, что касается стихотворения, которое было дано для 9 класса, к сожалению, мало кто обратил внимание на эпиграф, который совершенно несомненно являлся очень важным компонентом этого произведения и в очень существенной степени стал ключом к пониманию этого произведения. Вот это тоже заметили немногие. В 10 классе и в 11 классе были совершенно явно сопоставлены в произведении друг с другом герой и некий литературный персонаж или поэт. Вот в первом случае в 10 классе это герой и поэт Николай Рубцов, в 11 классе герой этого рассказа и герои Гоголя из его произведения «Старосветские помещики». И, к сожалению, ни в одной работе не прозвучало понятие интертекста, и вот эта вот соотнесенность текстов друг с другом на уровне произведения, к сожалению, тоже отметили не многие. Ну и в том, что касается анализа стихов, приятно было то, что многие выбрали для анализа стихотворные произведения. В 10 и 11 классе едва ли не половина участников Олимпиады выбрали стихотворное произведение. Вот хотелось бы обратить ваше внимание на то, что анализ стихотворения не предполагает подстрочного комментария, потому что подстрочный комментарий, как правило, не позволяет добраться до смысла. И те, которые, ну, в смысле не то, что не позволяет, этого мало для того, чтобы добраться до смысла. И, к сожалению, вот многие работы были построены именно по такому принципу, когда участники Олимпиады пытались комментировать каждую строчку или каждую строфу, но так и не выходили на понимание всего произведения. Вот поэтому, к сожалению, высоких баллов тут тоже было немного. И таким образом, по данным заданиям максимального балла, к сожалению, не получил никто. Ну и, наконец, третье задание тоже носило творческий характер. Для всех классов оно было сформулировано сходным образом, но отличалось тем литературным материалом, на который необходимо было опираться. Так напомню вам, что вам было предложено представить себя в качестве куратора выставки, которая посвящена литературным направлениям. В 9 классе это сентиментализм, в 10 классе романтизм и в 11 классе футуризм. И, соответственно, для 9 и 10-11 класса сам тип заданий был разным. То есть 9 классу было предложено продолжить оформление выставки, которая уже имеется. Сказано, телевизор выключится через 1 минуту. Итак, для 9 класса... Да, для 9 класса нужно было продолжить выставку, оформление выставки, которая была уже начата, и 10-11 классу было предложено, собственно, оформить вот эту выставку, соотнести ее с каким-то литературным произведением, соотнести знаки препинания с каким-то настроением, да, которое характерно для того или иного зала, и все это должно было быть соотнесено с тем литературным направлением, которому выставка была посвящена. Итак, обращаю ваше внимание на то, что тоже это задание проверялось по определенным критериям, и критерии эти были таковы. По 4 критериям велась проверка. Итак, для 9 класса. Первый критерий – 6 баллов максимум. Обоснованность связи тематики зала, по легенде задания чувства, и ее эмблематического выражения, знака препинания. Аргументированная соотнесенность концепции зала с общей концепцией выставки, посвященной русскому сентиментализму и бедной Лизе. Повторю еще. Да? Итак, обоснованность связи тематики зала, чувства и ее эмблематического выражения, знака препинания. Максимальным 6 баллов.
Случае, да, второй критерий. Соответствие концепции выставки, соответствующее концепции выставки название для каждого зала по 1 баллу, поскольку у залов было 2, и суммарный балл по критерию – это 2 балла. Третий – мотивированный отбор предлагаемых экспонатов, убедительное обоснование их включения в общую экспозицию, наличие в описании экспонатов не только типовых, но и индивидуальных черт, максимально 12 баллов. Ну, вот тут, наверное, уже стоит уточнить, что именно требовалось от вас. Итак, в первом случае необходимо было не просто назвать знак препинания, но и соотнести его с неким чувством, так же, как это было сделано в первых 2 залах. Не просто сказать знак такой-то, чувство такое-то, а аргументированно их соотнести, да, то есть не просто поставить их рядом, а провести некую параллель между ними, смысловую параллель. И все это должно было соответствовать той концепции, которая была изначально заявлена, то есть соотноситься с сентиментализмом. Второе. Соответствие концепции выставки названию каждого нового зала. То есть не просто вы вносите что-то свое, но и соотносите с тем, что уже есть. И третий критерий. Не просто назвать экспонаты, которые вы предлагаете там поместить, но обязательно мотивировать, почему именно такой экспонат вы считаете значимым для сентиментализма и соотносите с тем чувством и тем знаком, который вы предложили. И кроме того, обращаю ваше внимание, это должен быть не просто экспонат на уровне альбомы или рисунки или стихи. Здесь нужно было не просто обозначить типовые черты этого экспоната, но и индивидуальные черты. Что тут имеется в виду? В комментарии к критериям оценивания разработчики этого задания просили учитывать, что количество экспонатов, в общем, не так уж и значимо. То есть мы не оценивали, если 3 экспоната, то оценка больше, если 1 экспонат, то оценка меньше. Нет, здесь важнее всего были уместные, конкретные подробности в описании экспонатов. Причем вот разработчики тут уточняют, если предлагаются произведения искусства, книги или картины, то с названиями и именами авторов. Если одежда, то с указанием фасона или значимых элементов. Если предметы мебели, то с краткой характеристикой стилевых конструктивных особенностей. То есть таким образом не просто обобщенно назвать экспонат, а конкретизировать его, почему он помещен именно в этой выставке и именно в этом зале. Вот это на самом деле была самая сложная часть этой работы, и 12 баллов за этот критерий не получил ни один из участников Олимпиады. Менее высокие баллы были, но максимального балла, к сожалению, не получил никто. Ну и, наконец, последний критерий – стилистическое оформление текста, учет потенциальной аудитории, для которой пишется текст. А это посетители сайта музея, да, то есть предполагалось, что ваше описание станет таким анонсом на сайте музея. Речевая точность и выразительность, грамматическая правильность до 5 баллов. Вот тут тоже обращаю ваше внимание, что это не просто описание выставки, это анонс на сайте музея. То есть для тех людей, которые еще ничего не видели, для тех людей, которые должны захотеть прийти и посмотреть сами. Да? Вот, к сожалению, тоже максимального балла по этому параметру мало кто набрал, потому что иногда интонация была скорее разговорной, чем рассчитанной на читателей, да, еще и посетителей сайта музея. Для 10-11 класса критерии были немножко другими. Первые 2 критерия были другими. Итак, здесь тоже 6 баллов можно было получить по первому критерию, но здесь мы оценивали обоснованность связи тематики залов с эстетикой романтизма или футуризма, обусловленность знаков препинания значимыми признаками литературного направления течения. Да, то есть не продолжить нужно было, а, соответственно, самим придумать вот эту концепцию. Второй критерий – композиционная связность текста, последовательное и логичное предъявление интересных для посетителей граней выставки.
композиционная связность, последовательность и логика предъявления интересных для посетителей граней выставки до 2 баллов. Ну, как минимум 2 зала, да, как минимум 2, как максимум 2 балла. Ну и точно так же мотивированный отбор экспонатов и точно так же стилистическое оформление текста, рассчитанное на потенциальную аудиторию. Но обращаю ваше внимание на то, что здесь действительно многие уловили такие важные черты романтизма и сентиментализма, которые назвали, но в то же время, к сожалению, очень в небольшой степени прозвучала вот широта этого понятия, к которому которым ваши творческие работы были обращены. Вероятно, задание было неожиданным, вероятно, оно было действительно очень сложным, но, тем не менее, вот скажу, что справились с выполнением данного задания буквально единицы. В остальном некоторые вот даже не стали пытаться выполнить этого задания, потому что были такие работы, в которых это задание просто отсутствовало. Но, тем не менее, конечно же, Олимпиада рассчитана на то, что вы сделаете что-то такое, чего вы не делали никогда, поэтому для олимпиадных заданий, наверное, это вполне обосновано. Вот основные комментарии, задания, которые мне хотелось дать. И если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете задать их в чате. Да? Я думаю, что попозже, наверное, они будут, да, или в личном кабинете, по-моему, да, они могут задать эти вопросы, да, или в личном кабинете, и, соответственно, я надеюсь, что вы уже знакомились со своими работами, с табличками с вашими оценками, и надеюсь, что поняли, почему вы эти оценки получили именно такие, а не другие. Ну, успехов вам на следующем этапе.